Иван и Алексей Васильевы из Старой Монии, что на юге Удмуртии, сохранили редкое в наши дни ремесло. Они мастерят санки. И это не просто нужная в хозяйстве вещь, но по-настоящему предмет исторический. Мастера сохранили не только редкий промысел, но и старинные технологии. Основа любых санок – это полозья. В этом ремесле сохранилось много старинных секретов. Без них деревянные санки просто не получатся. Важно правильно выбрать материал. В работу идут разные породы дерева. Санки должны быть не только легкими, но и прочными, а дерево меньше впитывать влагу. То есть тоже ширпукат есть, марка, но юнгес, то есть укчагашкасы, волит. Пиньясы тоже, ты пылаешь, да, не ловишь на щекам пиньясы. Заготовки для полозьев стараются делать из дуба, но прежде чем загибать их, дерево нужно выдержать в тепле. Местные мастера часто делали это в русской печке, но Иван Васильев придумал печку собственной конструкции. Час мында возникло. А мало сошунто? Все косаны метлос, все ничего парочки. Это уж на вас возьманный классе. Санки лишь кажутся простым и привычным предметом, но появились они много тысячелетий назад, даже раньше колеса. В основе санок – лыжи. Прежде на полозьях, жердях перевозили грузы не только в снежных краях, но и теплом юге. Потом на лыжи поставили ящик и получились санки. На основе санок появились и сани. Спрос на санки был не только зимой. В бездорожье в непроходимых местах крестьяне пересаживались на них с телег даже летом. Юристин ташаш котки се возник будет кичкена тунун часмында шунтыны. Ну соберет се волят сат пациент умайгы смет получится. Пукчкан кабаз. Та есть капшку минтай гынсапетлен на кабы звонил. Таган дей салашкулен тоже тень кабы. Кабы понышкам. Ну се кабы понса да понышкам гуре шунтыны кваштыны. Важный момент – загибания полозьев. Именно от них зависит, какими будут санки. Полозья, укрепленные на специальной деревянной колодке, будут еще долго сохнуть. Если снять их раньше времени, они просто разогнутся и потеряют форму, и санки не получатся. А вот готовые полозья пойдут в работу сегодня. Из них Иван Николаевич сделает санки. То есть они дашеньку ашмемын, куштыны можно не сентистись, суентим когда. Перез кулесе гулятыны, станакын гулятон. Гнутые доски или жерди, полозья – основа любых санок или лыж. И вещь эта в буквальном смысле сказочная. В народных легендах богатыри на своих серебряных лыжах и санках могли за короткое время преодолеть большие расстояния, угнаться за самым быстрым зверем. Чудесные санки переносили героев в самые невероятные края. И что там сказки, в наши дни даже обычные санки всегда выручат деревенского жителя. Лымыно салашкен подтушкон вал тань толлуде. Дешак салашкен, конмар салашкен, тань куетна салашкен, гуртун конмар салашкулок. Куромозе поннаш, куромозе. Диван школы так, это не принесли ложечку.
На полозьях размечают особые места. Здесь будут крепиться копылья, своеобразные деревянные части в форме зубьев. По-удмуртски их так и называют – пинь, зубы. А что это такое? Об этом история впереди. Мастера-саночники сегодня такая же редкость, что и сами деревянные санки. Это почти утраченное мастерство. Иван Николаевич перенял ремесло от своего тестя. Алексей Васильевич научился от своего отца, а тот от деда. Свои первые санки Алексей Васильевич сделал в детстве. Было это в трудные послевоенные годы. Еще ребенком продавал их в ближайших деревнях и на базаре в соседнем селе. На вырученные деньги покупал хлеб. Daske garis varımızı değiştirdik pervayıcı. Ağırdı bu zanlı dışkala pazara. Aryadı dışkala. И уже потом, во взрослой жизни, знание ремесла еще раз пригодилось Алексею Васильевичу. Почти 30 лет вместе с напарником он мастерил в колхозе сани и санки. И спрос на них был по всей округе. А уже уйдя на пенсию, стал делать санки, иногда в сезон до 100 штук. Кроме изготовления полозьев, другой не менее важный момент – это укрепление зубьев или копыльев. Пинесселечком тыпылэч, тыпы юнсау челакукшим. Каче сашке, собцелечка, сомдай, вань как пинезна, вань пинь, вань нил пинена, базын салашка, базын трозгес пин, юнгес мехлос. Пчезды пчи, таче пчесны вань. Вань, куке пашкыргес, но короче, куке заказать-то надо, флягосын, бунулдыны, 10 зубов и не кусает. Это народная загадка о копыльях зубьев, что на полозьях саней или санок. Количество их зависит от размера и назначения саней. У мастеров из Старой Мони есть санки на все случаи. Но самое главное – это радость, что приносят санки детям. И вдвойне приятно, если их сделали дед и дядя. Туж ярачком солон лештем саласкёсын зыни скланы сос базар яслыш умой гесни склало. Гуреже ведлишком вал пичи гездерямын гуреже шум бертлышке вал солош саласкёсын зыни склашком. Мони скылчышка викаес. Масен прогулки потевал. Салаские злыштис Ваня кырши туж трос салаские злышты. Чебереща соус. Сос туж чевереш. Так, куромо, деш кесо бать пулеш, деш шир пулеш. Со дуэта коня пинин деш кот шулде, сомдай куромо езнала. Тае монтани дашай таре шунцак, винаки шунцак, он се косало интият туда. Из липы, наиболее гибкого и прочного материала, издавна делали куромо, а по-русски виски. Именно они соединяют полозья саней и потом уже на них прикрепляют верхние части санок. Пинюля пучкаться. Шуясын медо каждый медаль не выронится. Юнматчика так куромосын. Есть дус та была пухшень, та пинес была куромовле. Та ритот сигес лемон, заци дуразгес пашалан сой. Та пал дуразгес. Дуразгес пашаса. Тейс шуразгес.
Особые гнезда для зубьев копыльев не только на полозьях. Их необходимо выдолбить и в верхней части. Без всех этих тонкостей полозья будут просто лыжами, а не санками. Rusya spone tar глаз. Да вон там. Сутари юнмазни копак. И гостидашен. Санки всегда были достойным подарком. На русском севере их дарили молодухи перед свадьбой, расписные сани преподносили в подарок при русском дворе. И в обрядах нужны санки. В Масленицу утром старались прокатиться на них с горы даже взрослые. Считалось, что от этого лен вырастет длинным. Умельцы даже пытались усовершенствовать санки. В XVIII веке были популярны санки с парусом. В начале XX пытались прикрепить к ним механический двигатель. Встречались даже жилища на санях. Берпметзе, конечно, волатина, волетгес метлос, кудес шулез, а серьезно возьми, чтоб не дать кишки. Любишь кататься, люби и саночки возить, говорят в народе. А чтоб эти саночки скользили легко, мастер еще тщательно шлифует полозья. И остался последний штрих. Сегодня памятный день. На наших глазах появились санки, и мы попросили Ивана Гая подписать их. Иван Васильев и его тесть Алексей Васильев, мастера из Старой Мони, делают самые разные санки, на любой вкус. Каждый выберет себе по душе. Одни пригодятся перевезти сено или воду, дрова и снег, а другие просто покататься с горы с ветерком. Что говорить, даже в наш век санки нужная вещь. Добрая память о мастере, что донес до нас старое древнее ремесло.